Любая война оставляет свой след в истории. В истории болезни едва ли не каждого, кто ввязался в эту войну с открытым забралом. Снаряды рвутся где-то совсем рядом, и нам уже не кажется, что нам самим никогда не суждено превратиться в эту развалину. Слишком часто мы видим следы этих бомбежек. Объем пациентов вот с той как раз симптоматикой неврологической, он стал увеличиваться невообразимо. Я здесь не пугаю. Это реалия сегодняшнего дня, что ковид оставляет свой след именно в нервной системе. Очень серьезный след. А сейчас все поняли, что это проблема, и проблема, имеющая отдаленные последствия, с которыми практически каждый рано или поздно столкнется. Столкнется каждый. Возможно, это и слишком сильное заявление, но оснований оно не лишено. Статистика говорит нам, что с серьезными осложнениями после перенесенной болезни сталкивается от 20 до 50% переболевших. Но что такое нынешняя статистика, если мы лишь в начале этого пути? Нового пути для пациентов и медиков, пути реабилитации. Пока возможностей для этого у нас немного, но вот здесь, в Казани, в санатории Нихама, такие пациенты уже есть. Во мне нет, получается, от этого вируса, но во мне есть последствия, которые он оставил. У меня зрение падало где-то примерно на месяц, наверное. Причем я не знал, как это связать, то есть мне не объяснили, что такое возможно, как последствия, в общем-то. У меня галлюцинации были страшные. Я с чертями разговаривала. Да что вы? Да. И что они вам сказали? Ну, они со мной играли. Вот, я врачам рассказываю, они надо мной смеются. Гузель Юнусова борется с невидимым врагом еще с сентября. 2 недели в больнице, 2 недели дома, затем снова 2 недели в больнице. Вот так выглядела ее жизнь все эти месяцы. 3 больницы за 3 месяца. И вот лишь теперь, наконец, восстановление сил, которых практически не осталось. Андышка, температура держалась все равно. Сил нет совсем. Вы знаете, не только ходить, а одеяло перевернуть и накрыть себя уже силы не было. Обоняние у меня вернулось только через 1,5 месяца. Некоторые говорят, что это простуда обыкновенная. Это не простуда. Это весь организм, который у тебя работал, все перестает работать. Вот вы на себе поняли, буквально весь у вас действительно. Весь организм. Постковид или лонг-ковид, он как иннополис. Мы все знаем, что это нечто новое, нечто суперсовременное, очень продвинутое. Но где это находится, знает далеко не каждый. Как это выглядит, знает далеко не каждый. Потому что, мало кто здесь просто бывал. И, в общем-то, можно ведь дойти даже до иннополиса отрицания. Можно говорить, что иннополиса вообще не существует, и что все вот это просто мираж посреди заснеженных полей. Вот именно так сегодня себя чувствуют больные ковидом, чувствуют себя в одиночестве, чувствуют себя миражом. И что удивительно, именно здесь, в Иннополисе, начали думать об этих больных. У меня, конечно, очень тяжелое течение было. Я в реанимации 15 дней была. Поэтому думала, что домой приеду, все-таки и стены еще дома вылечат. Но очень длительная болезнь была, очень длительная. Остаточные явления, я хочу, чтобы все это кончилось. Вот специально сюда приехали. Есть какой-то страх, пройдет ли до конца эта болезнь или какие-то симптомы оставит? Постковид. Понятие настолько обширное, что на каждого больного нужен целый консилиум врачей. Некий коллективный доктор Хаус. У меня постоянная усталость и слабость. Это, конечно, вряд ли связано с тем, что вам 102 года. Обычно он силен, как бык. Каждый случай постковида потянул бы на отдельную серию известного сериала. Пока мы только в начале этого исследовательского пути, но в Иннополисе есть уже многое. Вдох или выдох. Очень хорошо.
Как минимум для тех, кто вышел из Великой войны с Великой депрессией. А это уже нейроковид, поражение нервной системы, невыносимая тяжесть бытия. Улучшение эмоционального фона и укрепление нервной системы, стабилизация нервной системы. То есть он уже успокаивается, соответственно, процесс восстановления уже происходит намного быстрее. Включаются нейроны, и если были где-то какие-то зажатости, они начинают раскрываться, соответственно, тревожность, зажатость уходит. То есть мы работали также и с легкими, если какие-то спайки, зажимы, мы делали разные вытяжения. И шло вот раскрытие грудной клетки, дыхательные упражнения делали, то есть мы в комплексе. Пока здесь, в Иннополисе, еще нет полноценного круглосуточного реабилитационного центра. Это дневной стационар, и пациентам приходится ежедневно добираться сюда. Хотя оно того, конечно, и стоит. Но количество временных жителей города вскоре все же вырастет, потому что вот этих домиков, мини-отелей на 2 семьи вскоре будет уже 12. Спрос, конечно, очень большой. Наверное, сейчас нет такого человека после ковида, которого можно было бы назвать бывшим больным. Мы считаем, что все-таки реабилитация нужна всем пациентам, которые переболели ковидом, да, соответственно, даже в легкой степени. По крайней мере, минимальная задача – это обучить пациентов. Пускай эти пациенты будут ходить не постоянно на процедуры какие-либо, но мы, по крайней мере, обучим, дадим какую-то основу в плане той же нагрузки, подберем правильную нагрузку, обучим правильным упражнениям. 3 месяца прошло бы, они не вернулись. Ну, наверное, это уже повод как бы вот бить в колокольчик. Да, конечно. Но основной повод – это все-таки изменение качества жизни. То есть пациент уже не может выполнять те основные обязанности, которые он выполнял спокойно до болезни. То есть если пациент это чувствует, то, конечно, нужно бить в колокола и, соответственно, приходить на процедуры и на лечение. Увы, невидимый противник бьет зачастую по самым важным нашим системам жизнедеятельности. Существует даже версия, что в некоторых случаях он все еще скрывается где-то внутри. Это лонг-ковид, длинный ковид. Почти синоним постковида, но только почти. Мы не знаем доподлинно, но мы догадываемся, что ковид может быть и хроническим. И это значит, что может присутствовать внутри нас, даже если нам так не кажется. Как минимум, у половины переболевших наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, которые могут сохраняться до 90 дней. Ковид в прямом смысле слова оставляет шрамы на сердце. Левый бок стал жечь, руку стало как будто жжет. Очень сильные боли до потери сознания. Это как следствие то, что... Потому что у меня раньше такого не было. Никогда сердце не жаловалось даже никогда. Работала всегда, нагрузки переносила. А это резко, сразу и все. Это, конечно, последствия. Статистики еще за 12 месяцев нет, но, конечно, некоторое увеличение смертности от болезни системы кровообращения не только в Татарстане, не только в Российской Федерации, а во всем мире, именно потому, что вот пандемия внесла свой вклад. Ковид имеет шлейф, я бы даже сказал, не то что шлейф, это все-таки айсберг некий, да, вот это образ, наверное, более всего подходит для того, чтобы обозначить нынешнюю ситуацию. Гомо сапиенс считает себя великим, но уже этот год показал, все наше величие рассыпается, когда наступает незримый и невидимый враг. Ничто на Земле не проходит бесследно. Мы не видим еще всей картины разрушений, но мы уже догадываемся, что нам не видны все жертвы этой войны. Что люди, возвращаясь из госпиталей, не всегда возвращаются к жизни. И что статистика за 2020 год уже говорит нам о потерях, сравнимых с населением небольшого города. Окончены ли эти бомбежки, мы не знаем. Выиграем ли мы эту войну, мы не знаем. Но сегодня мы как никогда близки к этому. Очень близки к тому, чтобы не слышать больше этих сигналов воздушной тревоги. Нам есть чем теперь встретить противника. Но даже если мы выиграем войну, то выиграем ли мы мир? Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников.
7 дней.